мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» состоялось торжественное открытие электронной выставки, посвященной 80-летию системы профессионально-технического образования в России. В экспозиции были представлены интересные экспонаты, фото и видеоматериалы, рассказывающие о нелегком и непростом становлении системы среднего профессионального образования в Якутии. Профессиональное образование в нашей республике зародилось в конце XIX века с открытием в 1884 году в Якутске духовной семинарии. Училище стало первым профессиональным учебным заведением на территории Якутии и сыграло очень важную роль в распространении грамотности, приобщая к русской культуре народы далекого северного края. Среди тех, кто получил здесь образование, много славных имен, составляющих гордость народа Саха. Это Алексей Кулаковский, Платон Аюнский, Максим Амосов и другие. Я хочу сегодня поблагодарить наших ветеранов, которые создали вот эту экспозицию. Они собирали буквально по всем нашим учреждениям. Они занимались не один год. Это результат многолетней общей работы. Сегодня хочу пожелать моим коллегам не останавливаться на достигнутом, потому что действительно время меняется, технологии поменялись, мир меняется. Мы становимся большой одной глобальной семьей. Поэтому технологии подготовки специалистов, оборудование, оно должно меняться вовремя. В том числе мы должны заниматься формированием нового типа специалиста, способного конкурировать на очень глобальном рынке. 80 лет профессиональному образованию – это история Республики Саха-Якутия от ручного труда к современным технологиям производства. Сегодня 43 профессиональные организации системы среднего образования Якутии, готовящих бывших школьников по 230 специальностям и профессиям. Среднее специальное образование Якутии – это сегодня более 26 тысяч студентов очной и заочной форм обучения. Практически 5-6 лет подряд у нас есть серьезный прирост количества обучающихся студентов. У нас есть очень серьезное обновление материально-технической базы. 10-15 новых мастерских каждый год. Это очень хорошие темпы, которые, наверное, были только в 60-е годы, когда только-только шло становление, и тогда государство действительно выделило очень много ресурсов, потому что в разных уголках нашей республики появились колледжи и техникумы. В первые годы советской власти квалифицированные рабочие кадры в Якутии в основном подготавливались краткосрочными курсами, школами-мастерскими. В 1940 году указом Президиума Верховного Совета СССР были созданы трудовые резервы, чтобы иметь запас рабочей силы в тяжелые годы Второй мировой войны. Спрос был высок на специалистов, обучение которых требовало минимум времени и затрат. В 1959 году все учебные заведения были преобразованы в профессионально-технические училища. В подобном формате учреждения среднего профессионального образования просуществовали до 90-х годов XX века. Затем их трансформировали в лицеи, а еще позже в колледжи и техникумы. Наша система профессионального образования нашей республики, она необычная. У нас единственный регион, в котором есть малокомплектные профессиональные образовательные организации на северах. Это Жиганск, это Тикси, это Верхоянск, это, конечно же, Арктический колледж народов Севера. Уникальное учреждение, которое само вырабатывает стандарты, как готовить специалистов по обработке рыбы, либо по работе с оленями. У нас с вами есть уникальный, например, Жатайский техникум, расположен недалеко от города Якутска, в котором наряду с судостроителями и все, что связано с подготовкой речников, например, очень хорошая программа подготовки по медицинскому массажу для людей с ограниченными возможностями здоровья, по зрению, очень хорошая, серьезная подготовка, себя зарекомендовавшая. Ну и, конечно, очень сильные, крупные учреждения, не только в промышленных районах, это Алдан, это Нерюнгри, это Мирный, это, конечно, мы надеемся, оживает Ленск с точки зрения профессионального образования, но и крупные учреждения, которые появились в последние годы: Хандега, горно-геологический техникум, транспортный техникум в Нижнем Пестяхе, Светлый и многие другие. Желаю всем успеха и надеюсь, что 25 тысяч ребят, которые сейчас обучаются,
по основным образовательным программам, как мы говорим в системе образования, к ним присоединятся не меньше людей, которые будут дополнительные компетенции получать. Потому что сейчас мы перешли на принципы образования через всю жизнь, и хорошо, что есть возможности для этого. Якутия и по сей день сохранила свою специфику профессий для Крайнего Севера. Сегодня Центр подготовки рабочих кадров «Арктика» готовит студентов по 10 специальностям в 3 арктических районах Якутии. Наряду с общепризнанными профессиями существует специальность управляющей сельской усадьбой. Наше учреждение создано было в прошлом году. Были объединены 3 многопрофильных лицея, находящихся в арктической зоне Республики Саха-Якутия. Это Жиганский лицей, Верхоянский и лицей Тикси. На сегодняшний день мы реализуем 28 программ по подготовке рабочих кадров. Мы по итогам 2020 года вошли в топ-10 учреждений по вовлеченности, то есть по участию в мероприятиях, которые проводились на уровне республики, на уровне районов, на уровне учреждений. Современное профессиональное образование требует постоянного развития. 6 колледжей Якутии в 2020 году победили в конкурсе на гранты Министерства просвещения России. Победителями федерального конкурса стали 5 профессиональных образовательных организаций, а также колледж инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета, реализующий программы среднего профессионального образования. Всего по федеральному конкурсу планируется привлечь более 244 миллионов рублей. В результате реализации проекта в 2021 году планируется создание 28 мастерских, оснащенных по стандартам WorldSkills Россия. Колледжи расположены в различных регионах Якутии, в городах Мирный, Нерюнгри, Верхневилюйск, Якутск и поселок Жатай. Отметим, в 2020 году гранты Министерства просвещения Российской Федерации получили сразу 3 колледжа республики: Якутский колледж энергетики и связи имени Дудкина, Покровский колледж и Якутский индустриально-педагогический колледж выиграли гранты на общую сумму 103 миллиона 750 тысяч рублей, что позволяет создать еще 12 мастерских по различным специализациям. Уже сейчас студенты профессионального образования показали отличные результаты в 9-м открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, опережая студентов высших учебных заведений. На открытии выставки 80-летия профтехобразования многие студенты были удостоены почетными грамотами Министерства науки и образования за успехи в учебе. Я очень рад здесь присутствовать. На самом деле это очень ответственно, потому что им может стать каждый, и я даже немного удивлен. Но в любом случае это дает стимул идти дальше. И желаю, чтобы все студенты добились таких же больших успехов. Участвовал везде, где можно, и не имея места, но я всегда был активным и работал над собой. Вот добился этого и очень доволен этим. Я тоже желаю всем студентам, чтобы они не ленились и работали над собой. В год 80-летия профессионального образования Якутия провела в честь такого юбилея очень много мероприятий. Прошла в онлайн-формате традиционная научно-практическая конференция «Шаг в будущую профессию». Конференция завершилась вручением переходящего большого научного кубка «Шаг в будущую профессию» среди профессиональных образовательных организаций Якутии. В 2020 году им стал Якутский медицинский колледж. Проведена акция «80 добрых дел» среди профессиональных образовательных организаций Якутии. Сделано более 250 добрых дел с участием 34 профессиональных образовательных организаций. Благодаря акции помощь получили 948 благополучателей. Отличилась массовостью юбилейная эстафета на 80 километров с целью пропаганды и популяризации здорового образа жизни. Студентами и сотрудниками техникумов и колледжей проведено 34 онлайн-концерта. Студенты транспортного техникума имени Ивана Брызгалова стали победителями всероссийского конкурса на лучший арт-объект в категории.
80 именных стипендий учреждены лучшим студентам профессиональных образовательных организаций республики. Проведен региональный этап конкурса Российской национальной премии «Студент года-2020». Отмечено 68 студентов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, имеющих особые достижения в области профессиональной деятельности, творчества, спорта, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества. Вот сегодня завершающий этап тех мероприятий, и мы открываем выставку в музее «Россия. Моя история». Всех желающих, кто как-то связан с профессиональным образованием, всех приглашаем посетить данную выставку. Данная выставка, напоминаю, будет работать в течение 1 месяца, в течение февраля. 80-летие профессионального образования России Республика Саха-Якутия встретила достойно, продолжая и приумножая историю профтехобразования. Профессиональное образование стало базовым фундаментом для развития якутян в получении профессии и развития современной экономики Республики Саха-Якутия. Возьми над своей жизнью обязательства сегодня делать лучше, чем вчера. Ведь сильный побеждает обстоятельства, а значит, быть сильней уже пора. Чтобы мастером стать, погружайся в науку, лучший опыт найди, изучи ремесло. Невозможного нет, протяни только руку И возьми инструмент, чтоб посеять добро. Возьми над своей жизнью обязательства сегодня делать лучше, чем вчера. Ведь сильный побеждает обстоятельства, а значит, быть сильней уже пора. Для любых достижений став реальные цели, все как в спорте порой, начинаешь с нулей. В каждый день добавляй олимпийских стремлений, и тогда превзойдешь даже учителей. Возьми над своей жизнью обязательства сегодня делать лучше, чем вчера.